Мы рады приветствовать вас в Коми Республиканском институте развития образования на онлайн-семинаре «Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся». Уважаемые коллеги, я хочу вам напомнить, что вы можете задавать нам вопросы, то есть у нас есть чат, где вы можете писать, и у нас также есть раздел на верхней панели «Вопросы». Там вы тоже можете писать и задавать свои вопросы. Мы будем рады ответить вместе с экспертами на все ваши вопросы и ваши предложения. Профессиональная ориентация школьников представляет собой систему специальных психолого-педагогических мер содействия в профессиональном самоопределении и построении профессиональной карьеры, выборе оптимального вида профессии с учетом интересов, потребностей и возможностей, а также социально-экономической ситуации, сложившейся на современном рынке труда. Профессиональная ориентация школьников осуществляется в соответствии с государственной политикой в области развития человеческих ресурсов, признанными технологиями услуг по профессиональной ориентации и психологической поддержки школьников и утвержденными нормативами, с учетом возможностей и состоянием здоровья, особенностями и перспективами социально-экономического развития региона и страны в целом. Уважаемые коллеги, давайте мы с вами вспомним. В рамках национального проекта образования Министерством просвещения Российской Федерации разработана интерактивная цифровая платформа для профориентации школьников, которая называется «Проектория». Выйдем, пожалуйста, туда. Уважаемые коллеги, просто напоминаю вам о ней, потому что она очень удобна. Данная платформа позволяет каждому ученику получить подробную информацию о своих возможностях, о своих предпочтениях и соотнести эти данные с требованиями выбираемой профессии. Давайте мы вот, обратите внимание, да, здесь есть новый раздел, да, на самом верху, где можно ученику, обучающемуся, пройти и попробовать в себя в мире профессий. Проектория — это самый масштабный профориентационный проект, проводимый при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Его основная цель — это познакомить учеников 8-11 классов с перспективными профессиями, а также достижениями отечественной науки и экономики. Я хочу вам напомнить, что здесь представлена вся нормативно-правовая база, которая касается профориентации. Да? Здесь представлены семинары, которые вы можете посмотреть. Здесь ребенок может пройти, послушать, посмотреть онлайн-мероприятия, протестироваться, да, в какой-либо, какие у него есть направления, в какую профессию он может выбрать. То есть материал очень большой и очень интересный. Полученный диагностический материал на портале «Проектория» является важным инструментом для психологического сопровождения профессиональной ориентации и профессионального самоопределения школьников. Он помогает учащемуся вместе с педагогами, психологами, родителями скорректировать свою образовательную траекторию, выбрать оптимальный путь подготовки к поступлению в профессиональное учебное заведение. Представленный на информационном портале материал может активно быть использован педагогами, психологами как хорошее дополнение к реализации модели психологического сопровождения, профессиональной ориентации и профессионального самоопределения школьников в современных условиях. При всем многообразии возможностей путей самореализации человека основным является профессиональное самоопределение. Если кто-то не изучал данную платформу, либо давно уже не заходил, здесь вы также можете увидеть и такой проект, да, который у нас тоже реализуется, это «Билет в будущее». То есть материал на платформе очень интересный, его много. Я прошу вас на классных часах, на родительских собраниях совместно с обучающимися родителями посмотреть данную платформу, рассказать детям
школьникам об этой платформе, ну и, конечно же, их родителям. Ну что, уважаемые коллеги, мы с вами переходим к реализации нашей повестки. Вторую страничку можно, да? Так. Познакомимся с нашей программой. Уважаемые коллеги, сегодня перед вами выступят Новикова Ирина Дмитриевна, заведующий кафедрой естественно-научного образования Коми Республиканского института развития образования, я, Волкова Анжелика Васильевна. Также перед нами выступит Юрина Александра Викторовна, это учитель гимназии номер 1 города Сыктывкара, также классный руководитель 9 класса. Чукичева Евгения Сергеевна, учитель гимназии номер 1 города Сыктывкара, также классный руководитель 9 класса. К нам присоединится Байдалко Инна Олеговна, директор детской школы искусств города Воркуты. Со мной рядом сидит Сивкова Марина Геннадьевна, заместитель директора по научно-методической работе Республиканского центра экологического образования. А также перед нами сегодня выступит Шутова Наталья Модестовна, которая тоже присутствует здесь у нас. Это директор физико-математического лицея. Ну что, давайте начнем. Первое я даю слово Ирине Дмитриевне. Тема доклада Ирины Дмитриевны — новая в профессиональной ориентации школьников, а именно цифровые профессии. Пожалуйста. Спасибо за предоставленную возможность поделиться с вами новыми направлениями, которые сейчас открываются перед обучающимися в выборе профессии, а также ставят и те проблемы, которые появляются новые как раз вот в сфере работы классных руководителей и руководителей образовательных организаций. Это мир цифровых профессий. Появляются новые, сейчас в сфере, в области, в условиях цифровизации экономики появляется гигантская линейка профессий, которые основаны на знании цифровых технологий. И уже на протяжении 3 лет происходит цифровизация образовательного пространства наших школ, гимназий, лицеев, и учащиеся буквально с начальной школы вовлекаются вот в эту вот очень сложную систему обучения с использованием новых цифровых образовательных технологий. В образовательных организациях открыты центры образования «Точка роста», школьные технопарки «Кванториум», IT-кубы и ДНК-коллаборации. В общем, очень много новых форм охвата обучающихся. И во всех этих новых формах деятельности находит в себе место вот решение такой вот проблемы, как мир цифровых профессий. Пожалуйста, далее. И профильная ориентация, организация профессионально ориентированной деятельности всегда стояла одной из задач классных руководителей, помощников директоров в области организации воспитательной работы. Это и головная боль самих родителей. А как же сориентировать ребенка в огромном мире профессий? Мы с детства слышим: 100 дорог, одна твоя. То есть предлагаем учащимся огромное количество самых разных путей реализации, удовлетворения своих каких-то познавательных интересов, профессиональных потребностей. Так? И если мы говорили, вот что раньше говорили так, что вот выбрал одну дорогу профессиональную какую-то и иди по ней всю свою жизнь. То есть образование на всю жизнь. Вот эта профессия, которой мы занимались, она сопровождала человека на протяжении всей его жизни. Но время меняется, и сейчас нужно воспитать у ребенка способность быстро переключаться с одной профессиональной деятельности на другую. Так, как мы переключаемся? Мир постоянно меняется, но проблемы, которые всегда сопровождали профилизацию, они углубляются порой. И вот одна из проблем заключается в том, что 70% выпускников профессиональных организаций работают не по своей специальности. В чем здесь проблема? Ну, может быть, проблема в том, что ученик школы
недостаточно добросовестно отнесся к выбору своего дальнейшего профессионального пути. Может быть, проблема заключается в том, что выпускник потом плохо учился в профессиональной школе, ну и так дальше. Далее нужно обратить внимание на то, что далее 60% работодателей не удовлетворены уровнем подготовки тех специалистов, которые все-таки хотят работать по специальности. В чем здесь причина? Причина в том, что порой теоретические сведения, особенно по инженерным специальностям, за период обучения специалиста, бакалавры, например, устаревают в 2 раза. И когда выпускник уже подходит к порогу своей будущей профессии, к порогу своего будущего предприятия, он уже, по сути дела, морально устарел, и его навыки, сформированные знания, они не соответствуют тому, что сейчас требуется работодателям. То есть возникает эта проблема, что учиться не на всю жизнь, а учиться всю жизнь, учиться через всю жизнь и приобретать каждый раз все новые и новые какие-то профессиональные знания, быть готовым переучиться и занять какую-то другую социальную, экономическую нишу для того, чтобы удовлетворять своим даже потребностям, но в том числе и реализовывать запросы государства. Пожалуйста. И в настоящее время происходит мощная такая цифровизация экономики, то есть цифровые технологии, они внедряются во все сферы нашей жизни, начиная уже с бытовых, с организации какого-то даже нашего быта, тем более это и сфера образования, это и сфера промышленного производства, тяжелой и легкой промышленности, это какие-то нормативно-правовые институты, это сфера бизнеса, так, то есть все сейчас завязано на цифре, так называемой цифре, на цифровой экономике, на умении пользоваться различными цифровыми устройствами. Так. И что нам сейчас дают результаты анализа существующих профессий и перспектив существующих профессий, и какие профессии появляются новые. Давайте посмотрим, что это за информация здесь у меня представлена, и как можно ее использовать будет в дальнейшем. Давайте обратим внимание, что 57 профессий исчезнут вообще. А что это за профессии? Например, эта профессия, к таким профессиям пенсионерам относится профессия бухгалтера, менеджера по кредитам, юрисконсульта, нотариуса, банковского специалиста, риэлтора, турагента, корректора, сметчика, делопроизводителя, секретаря-референта, провизора. То есть это профессии, которые могут исчезнуть буквально в ближайшие 5-10 лет. То есть если те выпускники нашей школы, которые захотят овладеть этими профессиями, так, то они должны представлять, или, например, родители должны представлять, что этих профессий, востребованность в этих профессиях будет лет через 5 где-то минимальная. И если наш выпускник выучится, молодой человек выйдет из какого-то профессиональной организации, то он будет находиться в жесткой какой-то такой профессиональной конкуренции за место работы. Даже к таким сокращающимся профессиям, например, относится такая профессия, как врач-диагност. То есть сейчас существуют различные технические средства, при помощи которых мы можем сами получить о себе получить какую-либо информацию о состоянии нашего здоровья. Например, у нас есть приборы для измерения артериального давления, имеются приборы для измерения сахара крови, так, и другие какие-то приспособления, у каждого свои. Так, то эта профессия врача-диагноста, она будет сокращаться, а место будут занимать уже более другие высококвалифицированные специалисты. Нужно обратить также внимание на то, что для постановки диагноза можно сейчас уже использовать удаленное такое общение с врачом-терапевтом.
И таким образом будет сокращаться в дальнейшем будет сокращаться вот количество таких вот врачей, которые работают с больным тет-а-тет. Какие будут профессии востребованными? Вот давайте далее посмотрим. Востребованные профессии – это профессия… Нет, это ставьте, пожалуйста, все тот же круг нам, да? Профессии востребованные, но вот они еще где-то будут у нас в какое-то ближайшее время необходимы. Так? Это специалисты будут по цифровому маркетингу, графическому дизайнерству, инженеры робототехники. Актуальна такая новая профессия, как архитекторы энергонулевых домов, аналитики больших дат, интернет-маркетологи и так дальше. Вот такие вот профессии, они будут востребованы в ближайшее время. Если будем говорить профессии, которые базируются на знании, например, биологии, то будут востребованы психологи, специалисты по организационному развитию, ассистенты физиотерапевта, это понятно, потому что такие процедуры будут развиваться далее. Менеджер по кросс-культурной коммуникации, то есть по знанию иностранных языков. Вообще знание иностранных языков очень актуально сейчас, и даже в военной сфере профессиональные организации, которые относятся к Министерству обороны, они нуждаются вот как раз в специалистах иностранных языков. Так, перспективные профессии. Вот теперь можно посмотреть таблицу. Посмотреть. Так, перспективные профессии, профессии будущего. То есть они все завязаны, все они связаны, отличаются они в том, что они связаны, имеют междисциплинарный характер. То есть они связаны с информатикой и с каким-то другим узким предметом. Ну вот даже страшно сказать слово менеджер по краудфандинговым платформам. Менеджер по не буду говорить сложные слова, просто ужасные слова. Так? Но, тем не менее, мы видим, что это перспективные профессии. А вот обратите внимание, вот биоинженер, так, и профессия будущее, биоинформатик, агроинформатик, агрокибернетик. Так? Вот это вот профессии как раз связаны, стоят на стыке разных наук. Инженер-композитчик, профессия будущего, дизайнер виртуальной реальности, но это уже даже, можно сказать, современная уже почти что профессия. Оператор дронов. Обращаю внимание вот на специалистов по кибербезопасности, где-то у меня там еще звучал медиаполицейский. То есть появляются новые профессии и в сфере охраны нашей социальной жизни. Интересная такая вот необычная, вот, по крайней мере, мне показалась профессия, которая считается перспективной. Это IT-евангелист или пропагандист. Так. Разработчики 3D-чернил, инженер 3D-печати. И нужно сказать, что вот эта вот 3D-печать, она сейчас внедряется и, например, в медицинские профессии. Значит, идет моделирование органов, изучается проблема моделирования органов тела человека для оперативных каких-то, для оперативного вмешательства. То есть посмотрите, пожалуйста, как сильно изменяется даже внешний облик, и я уже не говорю о том, какими профессиональными качествами и умениями будут обладать вот люди этих профессий. Так, пожалуйста, далее. И, конечно же, для того, чтобы во всех сферах нашей экономики работали вот такие вот разносторонне развитые люди, так, необходимо было изменить всю систему подготовки будущих наших выпускников. И система национальных проектов, и вот разработана система национальных проектов России. Один из таких вот федеральных проектов – это проект «Цифровая экономика». Так? И этот проект, он завязан
Так, пожалуйста, переключите. Этот проект, он завязан на всех других проектах. Вот давайте посмотрим. Проект «Цифровая экономика», подготовка специалистов, деятельность которых базируется на знании каких-то цифровых технологий. Так? И этот же проект, он связан с системой здравоохранения, с образованием, культурой и экологией. А в национальном проекте образования имеется несколько проектов. Посмотрите, пожалуйста, федеральный проект – это цифровая образовательная среда, который очень тесно связан с другими федеральными проектами «Успех каждого ребенка» и федеральным проектом «Современная школа». Все эти федеральные проекты, они так или иначе основаны на цифровизации образовательной среды. Извините, лишним движением руки. Так. В национальном проекте образования выделяется проект «Успех каждого ребенка», и реализация этого проекта осуществляется в рамках таких проектов, как «Билет в будущее» и проект «Проектория». Вот особенность этих проектов заключается в том, что там ребенок проходит через целую систему различных проб, тренингов, но на последнем этапе предполагается, что ребенок будет не просто принимать участие в каких-то ролевых играх, деловых ролевых играх, а подразумевается, что ребенка нужно будет погрузить конкретно в ту профессиональную среду, в которой он в дальнейшем планирует свою профессиональную деятельность, чтобы уже на этом этапе, на этапе еще получения общего образования, ребенок погрузился в какую-то определенную профессиональную среду. Но это можно как-то связать с тем, что мы когда-то в свое время проходили различную производственную практику, обучаясь в школе, и, например, довелось мне быть в такой группе, которая изучала основы строительства, штукатур, маляр перед вами, несостоявшийся. Но, тем не менее, я знаю, что такое кисточка, что такое краска, что такое раствор какой-то, как это элементарно надо было все наносить. Так. И следствием того, что у нас информатизация сейчас внедряется во все сферы нашей жизни, отмечается, что достаточно большой процент учеников сейчас выбирает для сдачи единого государственного экзамена информатику. Обратите, пожалуйста, внимание, что прирост количества участников составляет где-то в среднем 7-8% ежегодно. По другим предметам сокращается количество выборщиков таких, а по информатике количество детей, наоборот, растет. И цифровизация, она проникает глубоко во все сферы профессионального образования, и все дети, которые обучаются или в училищах, в колледжах, в вузах, все изучают основы информатики, все изучают какие-то другие специальные дисциплины, так или иначе связанные с профессиональным профилем. И ежегодно у нас увеличивается количество вообще выпускников, профессионалов, которые владеют или должны владеть этими информационными технологиями. Так. И давайте вспомним, что во всех программах образовательных, программах дополнительного образования, программах курсов неурочной деятельности, везде так или иначе у нас записано, что цель реализации программ – это формирование профессионального самоопределения, знакомления ребенка с миром профессий. В завершение своего такого популярного доклада могу определить, что сейчас нам нужно и самих родителей знакомить с новыми тенденциями в развитии профессий и показывать детям, каковы перспективы развития тех профессий, которые сейчас есть, что с ними будет далее, и
на что нужно учащимся обратить внимание для того, чтобы быть успешными на рынке труда. Чтобы не получилось так, по такому известному выражению, не знаю, куда иду, но я там буду. Не знаю, кем я хочу, но кем-то работать буду. Так? И порой даже когда спросишь ребенка, а кем ты хочешь работать, чтобы деньги себе на жизнь зарабатывать, даже порой выпускник и этого сказать не может. Лишь бы где бы учиться. Но современное время, современные реалии должны показывать нашим будущим выпускникам, что все зависит еще и от них. Все зависит от них. И порой еще даже вспомнила, что одна из родительниц говорит, он ведь бакалавра там закончит, и потом может пойти куда-нибудь работать по другой специальности. И была эта мама крайне удивлена тем, что сейчас ведь везде требуется работа именно по специальности. И просто так, что, например, если ты был бакалавром педобразования, то тебя сейчас уже не возьмут работать в ту же банковскую какую-то сферу, потому что везде нужны соответствующие специалисты. И чтобы так не получилось, что какой-то ребенок вышел из стен школы, потом он учится где-то в колледже года 3-4, да? Потом это ему не нравится, он продолжает дальше учиться, да? Потом он вдруг захочет обучаться где-нибудь в высшей школе, и совершенно это не считается, что он будет вдруг социально подготовлен к решению каких-то насущных задач, даже в плане содержания самого себя. В завершение мне хочется пожелать, чтобы мой доклад как-то получил какое-то дальнейшее практическое развитие, помог вам сориентироваться, в каком же направлении строить работу по профессиональной ориентации обучающихся. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Ирина Дмитриевна. Я абсолютно с вами согласна. Да, ваша презентация, ее можно использовать и в работе с родителями, да, чтобы познакомить их с профессиями будущего, к чему готовиться, может быть, рассказать даже о каждой профессии. Да, да. И, наверное, вы читали последние новости вчера. Родители учеников нашей России обратились с тем, чтобы информатика была с 1 класса в образовательных организациях. Ну что, уважаемые коллеги, мы переходим сейчас к большому блоку вопросов, который касается программы воспитания общеобразовательной организации. Сначала я остановлюсь на каких-то методических аспектах реализации именно модуля профориентация, а наши коллеги из гимназии номер 1 города Сыктывкара уже покажут вам тот практический опыт, который именно работан в течение этого последнего года, именно 2020-2021. Ну что, презентацию, пожалуйста, Александр Николаевич, модуль профориентации. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, я вам напоминаю, что примерная программа воспитания она у нас утверждена 2 июня 2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Ссылочку вы здесь видите. Далее внесены изменения в федеральный закон об образовании в Российской Федерации. Номер здесь тоже представлен, номер 304 ФЗ от 31 июля 2020 года. И в соответствии с ним, вы знаете, что до 1 сентября 2021 года мы должны были все разработать наши программы воспитания, утвердить их. Естественно, до утверждения мы должны были их обсудить с нашими родителями, с нашими педагогами и с нашими обучающимися и с нашими социальными партнерами. Хочу напомнить, что буквально на днях 3 числа у нас состоялся большой семинар с участием федеральных экспертов Российской академии образования по всем направлениям
разработки и внедрения программ воспитания. В семинаре приняли участие 140 педагогов и сформированы педагогические команды, которые на этой неделе уже начинают обучение на платформе Института детства. Обучение абсолютно бесплатное. Значит, здесь напоминаю вам о тех методичках, да, методических пособиях, которые уже разработаны, и в них уже показан опыт работы регионов по реализации именно модулей программы воспитания. Ссылочки здесь есть, поэтому вы можете скачать и воспользоваться, те, кто еще не скачивал. Здесь представлена структура примерно рабочей программы. Я тоже вам напоминаю, тот, кто меня не слушал, я уже рассказывала об этом на 2 семинарах. Последние дополнения, да, так скажем, внесены 7 октября 2021 года. Мы с вами все обсудили. Это не изменение, это дополнение, это помощь вам, методическая помощь, чтобы вы понимали, как реализовывать тот или иной модуль рабочей программы. Дальше напоминаю о ссылочках, да, на Институт детства, на котором представлены все рабочие программы. Это детские сады, школы, колледжи. И здесь же представлен календарь событий. То есть тут же вы можете увидеть и комментарии, и обсуждения этих программ воспитания, и активно можете поучаствовать в данных обсуждениях. Напоминаю вам о наших ресурсах информационных нашего института. Это портал классных руководителей, который ежедневно обновляется. Это календарь образовательных событий. Напоминаю, что у нас мероприятий в календаре много. Искать классному руководителю каждый раз или заместителю директора по воспитательной работе сценарий довольно трудно. Вы заходите в данный календарь и скачиваете себе сценарий со всеми презентациями. Ну и, конечно же, портал «Открытое образование Республики Коми», где есть информация для всех республиканских методических объединений, есть мероприятия для родителей, для обучающихся различного уровня. Ну, а сейчас я вам представляю те инвариативные модули, да, которые нам рекомендуют, предлагает Российская академия образования. Конечно же, это рекомендации, они у вас могут быть и другие, называться по-другому, и новые могут у вас возникнуть, то есть это рекомендация, а вы уже строите свою работу в соответствии с укладом своей школы. Значит, мы с вами сегодня остановимся на модуле профориентация. Буквально несколько дней назад мы немножечко, буквально в течение 10 минут, разбирались в модуле профилактика и безопасность. Но я хочу вам напомнить, что по всем модулям с января месяца мы будем еженедельно проводить отдельные семинары раздельно по каждому модулю. То есть с теоретической частью и плюс с уже опытом работы той или иной школы, детского сада или учреждения среднего профессионального образования. Профориентация. В принципе, если мы вот посмотрим на все модули, вы, наверное, со мной согласитесь, что через все эти модули мы с вами реализуем данный модуль, профориентационную работу. Классное руководство. Ну, конечно же, мы работаем с обучающими, с родителями по профессиональной ориентации школьников. Основные школьные дела. Также есть такое направление школьный урок. Ну, сам педагог, он уже является носителем, да, такой профессии, как педагог, и может рассказать о своей профессии, также о других профессиях на своем уроке. Через внеурочную деятельность, через внешкольные мероприятия мы также с вами реализуем предметно-пространственная среда, работа с родителями, самоуправление, профилактика и безопасность, социальное партнерство. Наши партнеры тоже являются, имеют профессию, о которой тоже могут рассказать. Ну и сейчас мы с вами уже рассмотрим именно на уровне основного общего и среднего общего образования, немножечко остановимся на мероприятиях. Значит, реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы предусматривает
профориентационные игры, симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессии, особенностях, условиях той или иной профессиональной деятельности. Сейчас вы знаете, что можно проводить и различные онлайн-игры со студентами и средних профессиональных учреждений и вузов, то есть они открыты для общения с любой школой. Также мы можем приглашать на такие игры и наших работодателей, ну и, конечно же, наших родителей, потому что они являются также профессионалами, имеют какую-либо профессию. Второе — это циклы профориентационных часов. Вообще все, что касается вот классных часов, профориентационных часов, они всегда должны носить какой-то тематический характер. И, возможно, даже каждый месяц или, ну, как уже принимает решение сама школа, каждый месяц он должен быть чему-то посвящен. Да, не надо, чтобы классный час он проводился или родительское собрание только для того, чтобы обсудить поведение обучающихся, их успехи в обучении и так далее, либо проведение какого-то мероприятия важного, например, новогоднего, а это должны быть обязательно какие-то тематические направления. Значит, ну, в данном случае это, конечно же, классные часы, которые направлены на подготовку обучающегося к осознанному планированию, реализации своего профессионального будущего. Тут же у вас могут быть, вы также можете приглашать и студентов, да, средних профессиональных и высших учебных заведений, бывших своих выпускников, также выпускников, которые, наверное, достигли чего-то в жизни, да, как они пришли в профессию, где они учились, нравится, не нравится. Также вы можете приглашать на эти классные часы и работодателей, да, и представителей тех предприятий, которые ну, находятся в вашем муниципалитете. Ну и, конечно же, не забывайте, пожалуйста, о ветеранах труда, которые прошли большой трудовой путь и могут вполне рассказать вам о своей профессии. Рядом с вами работали, и вы всегда посещаете, поздравляете педагогов, ветеранов педагогического труда. Почему бы их тоже не приглашать на такие классные часы, чтобы показать работу педагога? Мы с вами забыли о том, что у нас есть династии педагогов, которые тоже можно приглашать, и они могут рассказывать о педагогической профессии. Следующее направление — это экскурсии на предприятия, дающие начальное представление о существующих профессиях и условиях работы. Ну, это, конечно же, интересно. Это, наверное, всем больше нравится нашим детям, потому что все представления опыта, которые были у образовательных организаций, последние, по крайней мере, 2 года, я видела, что все с интересом показывают, как посещали пожарную часть, полицию, там, еще куда-то в аптеки ходили и так далее. Дальше. Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального высшего образования. Вот здесь я тоже напоминаю, да, есть у нас все образовательные организации республики, да и страны нашей открыты. Да? То есть не обязательно сейчас ехать куда-то очень далеко, чтобы увидеть то или иное учебное заведение. Они проводят с нами и виртуальные экскурсии, и уже рассказывают о работе, например, Сыктывкарский государственный университет ежедневно, если ВКонтакте кто-то состоит, то тоже напоминаю, что есть группы ВКонтакте, где рассказывают о своей работе, именно о работе с обучающимися образовательных организаций, наши коллеги, наши партнеры, их средних профессиональных образовательных учреждений и коллеги высших учебных заведений нашей республики. Далее.
Организация на базе на базе школы пришкольного детского лагеря, профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки. Да? То есть первое — это временное трудоустройство, которое вы даете такую возможность. Далее наш региональный центр, да, буквально сейчас, по-моему, идет смена педагогическая. Вот я знаю, что в понедельник обучающиеся Республики Коми приходят к нам в институт на экскурсию, и мы их будем знакомить с теми профессиями, которые у нас здесь есть. До этого ребята с республики также принимали участие в смене МЧС, то есть это тоже очень интересно. Далее. Совместное с педагогами, родителями, нет, обратно. Совместное с родителями, обучающимися и педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования. Тут же я напоминаю вам про траекторию, тут же я вам напоминаю про билет в будущее, да, где также можно пройти тестирование. И вообще, наверное, эта работа выбора профессии, она должна начинаться с выбора экзаменов, который происходит у нас Вообще, конечно, надо выбирать раньше, но обычно это происходит в 9 классе, да, и, к сожалению, бывает такое, когда родитель настаивает, чтобы обучающийся сдавал, например, физику, а ребенок, он гуманитарий. И здесь нужно четко проводить общую работу, совместную. Да, есть ребята, которые у вас выбрали, все в порядке, и родители согласны, и обучающиеся, и педагоги считают, что справится ребенок. А бывает так, что ребенок не хочет сдавать, например, физику или химию, а хочет, например, сдать другой какой-то предмет. А родитель настаивает. И вот здесь нужно провести совместную работу, сесть, посмотреть, а что знает ребенок, может быть, даже посмотреть контрольно-измерительные материалы по физике. А пусть родитель увидит, справляется ли ученик. Ну а если уже принимается решение, тогда нужно проводить большую работу. Ну а почему так происходит? Да? Ну, конечно же, выбор может быть за родителями, но ведь что-то хочет и сам ребенок. То есть если мы с вами выстроим правильную профориентационную работу, начиная уже с дошколят, да, дошколята и начальное звено — это знакомство с профессиями. Ведь я вам напоминаю о том, что мы с вами все знаем, что зачастую дети не знают, кто такой повар на самом деле, или кто такой продавец. Для них это человек, который продает продукты, а какие он документы ведет, как он принимает продукты, как он сортирует их. Или повар, который формирует меню, соблюдает санитарные нормы, обучается по Санпин. Они этого не знают. То есть у нас очень у детей, которые приходят в 5, в 6 класс, вообще представления о профессии, они очень узкие. Поэтому мне кажется, что нужно проводить такую работу более углубленно, и такая практика есть в наших образовательных организациях. И буквально в течение даже этого года много раз наши дошколята, наши школы показывали свой опыт. Далее, участие в работе всероссийских профориентационных проектов. Ну, это проектория, это единые уроки по финансовой грамотности, это проект «Большая перемена», тоже всем вам известный. Далее, индивидуальные консультации психологом, да, которые проводят с обучающимися и с родителями, значит, работу по вопросам склонностей, способностей, дарований или иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии. Ну и последнее.
это освоение обучающимся основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в обязательную часть образовательной программы или в рамках дополнительного образования. У вас они разные, да? Смотрела я ваш мониторинг, это и азбука туризма, и оказание первой медпомощи, и 10 шагов к профессии, и мир педагога, это и юные инспектора дорожного движения и так далее. Очень важно, когда вот в рамках таких курсов получают такие навыки наши ребята. Вот Ирина Дмитриевна сказала, что она училась вот на такую профессию, а я в свое время заканчивала школу, профильный класс медицинский. Пусть я не стала врачом, но я умею делать уколы, да? Какие-то элементарные вещи, я понимаю, это помогает моим родственникам и так далее. Поэтому все это нам нужно в нашей будущей жизни. Ну и, конечно, важно помнить, что на работу надо с удовольствием приходить и домой с удовольствием уходить. Это важный принцип нашей жизни. Тогда ты абсолютно счастлив. Ну что, а сейчас я предлагаю подключиться моим коллегам. Первой я даю слово Александре Викторовне Юриной. Вы на связи, Александра Викторовна? Так. Ага. Вроде на связи. О. Здравствуйте. Слышно меня? Да, вас слышно. Мы сейчас подключим вашу презентацию. Вот, ниже. Вот. Вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые классные руководители. Зовут меня Юрина Александра Викторовна. Я являюсь учителем биологии и географии, а также классным руководителем 9 класса МАУ гимназии номер 1 города Сыктывкара. Сегодня вашему вниманию я представляю свой опыт работы по реализации модуля профориентация программы воспитания общеобразовательной школы, а также работу классного руководителя с обучающимися и родителями по профессиональному самоопределению школьников. И свое выступление я бы хотела начать со слов или с высказывания Криса Уайднера, который сказал, что в жизни каждого человека наступает время, когда он должен сделать выбор. Или он будет заниматься тем, к чему лежит его душа, или позволит решать за себя другим. И вот данное высказывание полностью соответствует содержанию программы воспитания нашей школы. В работе классного руководителя мы с коллегами, конечно же, руководствуемся данной программой, которая была составлена рабочей группой гимназии. Вот. Программа, как вы можете видеть со слайда, она включает очень много модулей, и как раз один из которых – это модуль профориентация. Данный модуль, он направлен на профессиональное просвещение обучающихся, диагностику и консультирование по проблемам профориентации, а также организацию профессиональных проб обучающихся. И как классный руководитель я считаю своей главной задачей при организации профориентации обучающихся это подготовку к осознанному выбору своей будущей профессии. И в данном направлении мною ведется очень большая работа. И начну я, наверное, с определения, что такое профессиональная ориентация. То есть это комплекс действий для выявления у человека склонностей и талантов к определенным видам профессиональной деятельности, а также система действий, направленных на помощь в выборе карьерного пути людям всех возрастов. Вот. И будучи классным руководителем, прежде чем начать свою профориентационную работу по реализации данного модуля, я, конечно, провожу различные мониторинги, то есть мониторинг профессиональной ориентации выпускников, это различные диагностики, диагностики профессиональных интересов обучающихся. Как правило, я их начинаю уже проводить с 8 класса, то есть в 8 и 9 классах обучения. Данные мониторинги и диагностики, они включают очень много вопросов, но для меня важен вопрос – это кем хочу быть.
Почему он для меня чрезвычайно важен? Потому что из полученных результатов, да, то есть ответов ребят на данный вопрос, я уже и выстраиваю работу по профориентации учащихся и организации профессиональных проф. Ну, а теперь немножко про свой опыт работы расскажу. Значит, раз в месяц я провожу классные часы на разные темы профессий. Целью данных классных часов является привлечение внимания обучающихся к осознанной проблеме профессионального выбора. Здесь на слайде я представила некоторые темы, да, или список тем по профориентации, то есть классных часов, да, по профориентации. Это, например, мир профессий, на кого пойти учиться, мои жизненные планы. То есть классный руководитель сам выбирает тему, да, и сам может построить свой классный час. Вот. Иногда при проведении классных часов я использую федеральные ресурсы. Например, это мотивирующие цифровые уроки, документальные фильмы, их еще так фильмы и сериалы называют, вот, на платформе «Цифровой урок РФ». То есть это, ну, один из таких мотивирующих уроков или фильмов, это фильм «Фермеры». Он о поиске своего пути, природе и сельском хозяйстве. В фильме показано несколько вдохновляющих историй российских фермеров. И вот героями фильма являются молодые ребята и другие городские жители, которые предпочли офису сельские просторы. Данный фильм отвечает на такие вопросы, как с какими сложностями столкнулись наши герои, где они ищут мотивацию, какими качествами характера нужно обладать, чтобы заниматься нелегким, но душевным трудом. Незамысловатый бизнес на селе или профессия широкой специализации с высоким уровнем ответственности. Это один из фильмов. Еще я использовала в своей работе уже в этом году урок о новых технологиях и духовных ценностях, который называется «Профессии будущего». Вот данный фильм, он о том, как молодые ребята, обладая компетенциями в самых важных сферах, да, ведут нашу страну в завтрашний день, используя уже новые технологии. Ребятам очень нравятся классные часы вот при использовании вот именно данных ресурсов, да, данных фильмов, данных сериалов. Также мои ученики с удовольствием готовят мини-сообщения и сочинения о профессиях своих родителей, родственников, знакомых, известных людей. И вот данная работа, она помогает обучающимся лучше узнать отдельные профессии, выявить свои профессиональные интересы. Она дает возможность ученику рассказать о своих интересах, увлечениях, целях. То есть 5-7 минут, да, там раз в неделю как бы можно найти время, чтобы ребята представили свое мини-сообщение или сочинение о профессии. Мои ученики – это люди с активной жизненной позицией, которая проявляется в участии в жизни класса, гимназии, муниципалитетов. В этом году команда мальчиков моего класса приняла участие в конкурсе «Автомобильный бум». Это профориентационное мероприятие, да, от муниципального учреждения дополнительного образования, Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. В течение 3 дней ребята выполняли различные задания, ну, как правило, в онлайн, да, формате. В результате их выполнения ребята также знакомились с профессиями, связанными с транспортной отраслью. Я очень горжусь своими ребятами, да, своими мальчиками, что они заняли призовое место в данном мероприятии. В ноябре этого года команда девочек, также моего класса, приняла участие в муниципальной школе эколога от местного отделения Российского движения школьников города Сыктывкара. Также в течение 5 дней
Команда выполняла задания, тоже онлайн-задания по различным направлениям, а также знакомилась с профессией эколога. Но что интересно, здесь задания были очень разнообразны. Это были задания по созданию видеороликов, это были задания по созданию онлайн-викторин, онлайн-квестов. Ну, то есть самые разнообразные. И вот что, безусловно, помогает, да, овладению, может быть, профессиями, которые связаны с информационными технологиями. Вот. Также в системе моей работы как классного руководителя по профориентации я сотрудничаю с различными организациями, среди которых это региональный канал Юрган, где ребята пробовали себя в профессии телеведущего. Также мы посетили пожарную часть, да, МЧС России по Республике Коми, где мои ребята познакомились с профессией пожарного, узнали о ее значимости, необходимости для общества. Да? Ну, как я сказала, на телеканал Юрган мы тоже смогли попасть, да, потому что, конечно, 21 год, 20-21 год свои коррективы вносят, да, так скажем, в посещение различных организаций, предприятий, учреждений. Вот. Ежегодно к нам на классные часы также приходит известная телеведущая и корреспондент Екатерина Борщ, которая рассказывает об особенностях профессии телеведущего, об особенностях работы корреспондента. Да, ребята с удовольствием ждут этих встреч. Также я приглашаю выпускников нашей гимназии. Это уже стало хорошей традицией. Да? Приходят выпускники на классные часы по профориентации. Они рассказывают о своей учебе в ВУЗе, об особенностях своей будущей профессии. Ну и вот в нашей гимназии я еще являюсь ответственной за экологическое воспитание, и поэтому мои ученики принимают активное участие в посадке декоративных растений на пришкольном участке, уходе за ними. То есть тут и полив, тут сбор семян, да, уборка сорняков. Да? Вот. И данная работа, я считаю, является для них способом самовыражения. То есть ребята даже предлагают свои варианты оформления пришкольного участка. То есть такая форма работы, она практически знакомит ребят с профессией ландшафтного дизайнера. Вот. Проведя в этом году мониторинг, я обратила внимание, что некоторые учащиеся моего класса желают связать свою будущую, так скажем, жизнь с профессией учителя. И вот после обсуждения данного выбора, да, ребят, они мне предложили, ну, попробовать, да, так скажем, провести хотя бы небольшой урок. Ну, как бы сам урок я не могу дать возможность провести, но мы договорились с ними, что они будут, например, проводить какой-то этап, небольшой этап урока. Это может быть рефлексия, это может быть этап закрепления знаний, то есть всевозможные. Ну, какой, как говорится, кому как хочется, да, или не жалко, какой этап урока, да, отдать ребятам. И мы попробовали, да, ребята попробовали себя уже в этом году в роли учителя, я дала им такую возможность. И, как ни странно, да, им очень понравилось, вот, и как показала практика, да, ребята включились в активное участие в подготовке, проведению определенного этапа урока. И это даже стало мотивацией для других ребят класса в подготовке и домашних заданий, и активности на самом уроке. Также, ну, вот это, наверное,
все, что можно сказать по профориентации ребят. Я просто хотела сказать, что, конечно, данные последние 2 года вносят свои коррективы, да, в профориентацию ребят, в профориентационную работу, потому что обозначается, так скажем, дефицит возможностей посещения организаций различных, учреждений с профориентационной направленностью. Потому что даже элементарные, допустим, также COVID-19, да, внес свои коррективы в проведение чаепитий или совместных мероприятий с другими классами, например. Вот раньше я хотела сказать, что, допустим, когда мои ребята были в 7 классе, совместно с учителем технологии мы даже готовились к чаепитиям. То есть ребята под присмотром, да, учителя технологии, создавали какие-то, так скажем, вкусности, да, то есть это и бутерброды, это и какие-то кондитерские изделия, да, что уже тогда готовила ребят, то есть в 7 классе профессии, так скажем, кондитера, повара, да. Но сейчас, к сожалению, мы не можем, да, не разрешают нам, конечно, проводить данную работу. Вот. То есть это то, что касается профориентации. Немножко я еще расскажу, ко второму этапу моего выступления перейду. Это, конечно же, работа с родителями. Как показывает практика, родители принимают активное участие в определении жизненных и профессиональных планов своих детей. Именно родители могут в большей мере помочь, да, своим детям определить их возможности и интересы к определенной профессии. Например, многие учащиеся, да, как было сказано уже, выбирают еще в детстве профессию своих родителей. И вот часто случается, что удовлетворенность или неудовлетворенность родителей своей профессии, она может стать достаточным стимулом, да, для положительного или, так скажем, негативного отношения к ней детей. Вместе с тем, вопросы выбора профессии и определения путей продолжения образования, они представляют трудную задачу, да, как для самих обучающихся, так и для их родителей. И вот желания родителей, да, и профессиональные намерения учащихся во многих случаях не совпадают. И поэтому главная цель работы классного руководителя по профориентации с родителями – это оказание, конечно же, помощи семье в подготовке их детей к личностному росту, да, и профессиональному самоопределению с выходом в самостоятельную жизнь. И в своей работе по профориентации с родителями, да, я использую разнообразные формы. Это, например, тематические родительские собрания. То есть это собрания, которые посвящены актуальной теме, да, в обсуждении которой, например, заинтересовано большинство родителей учащихся класса, которые направлены на выбор профиля обучения. Тематика родительских собраний тоже может быть разнообразной. Да? Здесь я представила примерные темы родительских собраний. Здесь уже, да, классный руководитель сам, как говорится, может выбрать, да, тему родительского собрания. Вот. Также я провожу классные часы с участием родителей. Да? Родители приходят и рассказывают о своей профессии, да, вот, то есть, опять же, данная форма работы может быть очень также разнообразной, это может быть не только классный час, это может быть дискуссия, это может быть диспут, это может быть беседа, то есть, главное, что родители не отказываются, да, приходить на классные часы и делиться, да, своим опытом, рассказывать об особенностях своей профессии. Вот. Также мною проводятся индивидуальные консультации с родителями именно по выбору профессии, да, своих ребят.
своих детей. Вот. В этом году это просто шквал таких консультаций, даже не думала, что их будет так много, но часто, да, родители обращаются ко мне за помощью. Вот. Я помогаю их, информирую, например, об учебных заведениях, да, даю советы по поводу алгоритма действия при выборе профессии. Вот. Советую, например, обратиться к педагогу, психологу, да, которая тоже помогает при профориентационной работе. Вот. Также я провожу анкетирование родителей. Данное любое анкетирование, оно помогает выявить отношение родителей к профессиональному самоопределению их ребенка. И вот благодаря анкетированию можно будет корректировать уже, да, поведение родителей и обучающихся в плане выбора будущей профессии. Вот. Также я привлекаю родителей к участию в проведении экскурсий обучающихся на предприятия, да, в учреждениях профессионального образования. Но опять, к сожалению, да, уже я несколько раз об этом сказала, вот эти последние 2 года, они, конечно, свои коррективы вносят в эту работу, но заметила я следующее, что как только родители где-то найдут информацию, да, о том, что можно посетить какое-то предприятие или учреждение, да, по профориентации, они сразу мне звонят, когда, давайте определимся с датой, с временем, мы все организуем, нам только необходимо желание ребят, да, также они с удовольствием, если это возможно, приглашают на свои предприятия, да, ребят рассказывают о их профессии, то есть не только на классный час приходят, а именно сразу приглашают их к себе. Также в работе с родителем, где-то начиная, конечно, с 8 класса, мы оформляем информационные стенды по профориентации. В группе ВКонтакте я их всегда знакомлю с сайтами, да, учреждений профессионально-технического и среднего специального образования. То есть сейчас очень возможностей информировать родителей, да, очень много. Вот. И поэтому я хотела еще в заключении, да, своего выступления сказать, что используя вот такие разнообразные формы работы, да, с обучающимися, с родителями, применяя их в воспитательном процессе, можно сказать, это способствует, так скажем, положительным результатам в обучении, в воспитании обучающихся. Вот, способствует актуализации профессионального и личностного самоопределения. Вот. Александра Викторовна. Спасибо, Александра Викторовна. Немножко у нас ограниченное время до 16 часов. Да. Спасибо большое за опыт, показанный вами. Уважаемые коллеги, я напоминаю, если у вас есть вопросы, вы можете в чате их задавать, потому что Александра Викторовна не уходит, она остается с нами. И следующий я передаю слово Евгении Сергеевне. Евгения Сергеевна, вы здесь? Евгения Сергеевна? Да, я здесь. Мы рады вас видеть. Ага, здравствуйте. Так, меня, наверное... Здравствуйте. Меня не видно? Мы вас слышим, мы вас не видим. Нажмите, пожалуйста, на глазик. Я нажимаю, но почему-то я не включаюсь. Ага. Евгения Сергеевна, пока устраняйте, пожалуйста, свою проблему. Я передаю слово Инне Олеговне, директору детской школы искусств Воркута. Инна Олеговна, вы на связи? Инна Олеговна? Так.
Ага. Уважаемые коллеги, пытаемся сейчас наладить связь. Я пока передаю слово коллегам, которые находятся здесь рядом со мной. И первой даю слово Марине Геннадьевне Сивковой, заместителю директора по научно-методической работе. Представляла уже Республиканский центр экологического образования. Презентацию, да? Угу. Добрый день, уважаемые коллеги. Я расскажу о движении школьных лесничеств в нашей республике. Школьное лесничество в условиях современного образования рассматривается как эффективная форма интеграции внеурочной деятельности и дополнительного естественно-научного образования детей, направленная на формирование у них экологической культуры и ключевых компетенций, обеспечивающих их социализацию, личностное развитие, профессиональное самоопределение. Будете помогать листать, да? Далеко клавиатура. Первое лесоводческое объединение школьников в форме лесной бригады возникло в республике в 1962 году в Усть-Ухте. В следующем году мы будем праздновать 60-летие этого движения. В настоящее время в республике успешно функционирует 44 объединения численностью более 600 юных лесоводов. Вместе с тем, для эффективного использования возможностей школьных лесничеств по профориентации в нашей республике необходимо решить ряд проблем. В настоящее время, следующий слайд, не везде занятия в школьных лесничествах проводятся системно в рамках дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ. В результате некоторые члены школьных лесничеств не имеют базовых знаний о лесопользовании и лесоводстве по данным анализа итогов конкурсов, проводимых в рамках слета школьных лесничеств. Наш центр, Республиканский центр экологического образования, на основе материалов, предложенных Воронежским лесотехническим университетом, в прошлом учебном году подготовил программу базового уровня лесопроектория. Следующим шагом станет повсеместное ее внедрение. Для этого необходимо, чтобы в учебных планах общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования были предусмотрены часы на реализацию этой программы, и руководители школьных лесничеств получали оплату труда за свою работу, так как некоторые из них на сегодня работают только на энтузиазме. Повсеместная реализация программы позволит не только улучшить качество знаний школьников о лесе, но и скорректировать содержание изучаемого базового материала. Для мотивации младших школьников, формирования их интереса к лесному делу, необходима разработка стартового уровня программы «Школьное лесничество», в рамках которого должны быть включены занятия о первоначальном знакомстве с лесом, с лесными профессиями, декоративно-прикладное творчество с природным материалом. Реализация этой программы позволит сформировать группы заинтересованных школьников начального и среднего звена для занятий на базовом уровне. Программа стартового уровня может реализовываться как в рамках дополнительных общеобразовательных программ дополнительного образования детей, так и в рамках программ внеурочной деятельности. Еще одной из форм углубленного знакомства школьников с профессиями лесного дела может быть организация профильных смен в лагерях. Такой подход позволит решить еще одну проблему, с которой сталкиваются руководители школьных лесничеств. Занятия в школьном лесничестве, как правило, ведет учитель биологии, который изначально не имеет базового образования по лесному делу. Организовать практическую работу в лесу в зимнее время практически невозможно. Такая практика возможна только в летний сезон. Но в это время года у лесников самая напряженная пора. И выход в этой ситуации в организации профильных смен в оздоровительных лагерях, программа которых должна предусмотреть углубление теоретических знаний, практические знания с привлечением специалистов на базе специализированных учреждений лесного хозяйства, организацию туристических походов и экскурсий в лес. Следующий. Также необходимо уделить большее внимание в рамках деятельности школьных лесничеств учебно-исследовательской деятельности школьников. Экологическое содержание в общеобразовательных предметах школы естественно-научного и общественно-гуманитарного циклов находит отражение в рабочих программах педагогов, лаконично встраивается в деятельность на каждом уроке. На этой основе есть возможность активизировать учебно-исследовательскую деятельность школьников по лесной тематике. Возможностей для представления ее результатов много, в том числе участие в региональном этапе Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» и ежегодной Всероссийской молодежно-научной практической конференции «Исследование молодежи, экономики, производства, образования» Сыктывкарского лесного института, в рамках которой работает специальная секция для школьников «Подрост». На слайде вы видите результаты этого года, мы гордимся этими результатами нашей республики.
Следующий слайд. Актуальной на современном этапе развития движения школьных лесничеств является волонтерская деятельность. Такая деятельность органично вписывается в экологическое воспитание учащихся и может быть развернута в рамках замены практических занятий, которые в силу разных причин невозможно провести в лесу. Учащиеся могут выступить инициаторами проекта деятельности школьного лесничества, направленного на решение существующей проблемы своего района, поселка, города. Итоги волонтерской деятельности должны находить свое отражение в средствах массовой информации, школы, населенного пункта, муниципалитета. Учитывая специфику многих населенных пунктов нашей республики, деятельность жителей которых, как профессиональная, так и обыденная, бытовая, тесно связана с лесом, можно привлекать родителей учащихся к работе школьного лесничества. В этом случае экологическое просвещение направлено на формирование экологической компетентности родителей, осознание необходимости экологического воспитания детей. В этой работе осуществляется формирование системы элементарных знаний по естественной и преобразованной человеком природе, прежде всего ближайшего окружения, навыков экологически грамотного, безопасного поведения и элементарных представлений о зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды и собственного поведения. Основными формами работы с родителями являются тематические мероприятия и экологические праздники, привлечение их к участию в природоохранных акциях. Следующий. Реализация патриотического и гражданственного воспитания, формирование уважения к человеку труда и старшему поколению возможно в школьных лесничествах через организацию поисковой работы, в которой могут быть привлечены и родители школьников. В изданной в 2021 году монографии «Экологические аспекты становления и развития системы школьных лесничеств Республики Коми» приводится достаточно информации из истории движения школьных лесничеств Республики, которая может послужить отправной точкой для начала поисковой работы на местах с целью восстановления истории деятельности отдельного школьного лесничества по воспоминаниям старожилов села или поселка, знакомства школьников с бывшими работниками лесного хозяйства. Эта монография размещена на сайте нашего центра и на сайте «Школьное лесничество». Следующий слайд. Успешность обучения школьников прежде всего зависит от уровня квалификации и заинтересованности их руководителей. Руководители школьных лесничеств часто испытывают затруднения в разработке программ и планов мероприятий, в организации подготовки команд и отдельных участников конкурсов различного уровня, а также выбора направлений и тематик для самостоятельных исследовательских и практических работ учащихся. Для методической помощи учителям школ в организации деятельности школьных лесничеств наш центр регулярно проводит обучающие семинары, в которых принимают участие как педагогические работники, так и специалисты лесного хозяйства. Наш центр и Сыктывкарский лесной институт совместно разработали и реализуют программу повышения квалификации для педагогических работников, основы охраны окружающей среды в естественно-научном образовании. Семинары проводятся 2 раза в год, но не все руководители школьных лесничеств могут выехать для обучения в Сыктывкар. Выходом из этой ситуации может стать создание районных методических объединений руководителей школьных лесничеств, в рамках которых организуется обмен опытом и совместная выработка решений возникающих проблем на местах. Для содействия в работе школьных лесничеств возможно создание на базе наиболее успешных лесных объединений центров методической и информационной поддержки и обмена опытом руководителей школьных лесничеств. Данная деятельность на муниципальном уровне позволит отработать модели межведомственного взаимодействия для их внедрения в практику работы школьных лесничеств. Эта деятельность может быть развернута как один из совместных проектов нашего центра и Управления лесного хозяйства при Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми. В рамках проекта важным направлением является установление партнерских контактов с руководителями школьных лесничеств из других регионов России для обмена наиболее эффективными современными технологиями, методиками и практиками. Такой подход позволит совершить переход от развития отдельных школьных лесничеств к формированию межмуниципального движения с привлечением интеллектуальных ресурсов партнеров. Следующий слайд. Актуальным в настоящее время является развитие межведомственного взаимодействия по решению вопросов движения школьных лесничеств Республики. Во исполнении регионального плана дорожной карты мероприятий по развитию школьных лесничеств Республики Коми создана региональная структура по координации движения школьных лесничеств. Региональная структура и сложившаяся в Республике система работы со школьными лесничествами
Представленная мною получила одобрение участников секции «Школьное лесничество» как организационная модель профессионального самоопределения в области лесного хозяйства Всероссийского форума руководителей, педагогов и специалистов сферы дополнительного образования, естественно-научной и технической направленности, дополнительное образование в интересах устойчивого развития, состоявшегося в 2020 году. Следующий слайд. При этом деятельность региональной межведомственной рабочей группы по координации развития движения школьных лесничеств Республики Коми, фактически действующей на практике в рамках регионального плана дорожной карты, сегодня, к сожалению, не регулируется ни одним нормативным документом, и мы сейчас ведем работу о том, чтобы такой документ появился. Суть этой системы заключается в следующем. Ни одно республиканское мероприятие не обходится без привлечения к его проведению специализированных организаций лесной отрасли. Специалисты разрабатывают обучающие материалы, проводят занятия, являются членами жюри, предоставляют базу своих учреждений и предприятий для проведения практических занятий. Следующий слайд. Работа со школьниками строится на нескольких уровнях. Первый – ознакомительно-досуговый, стараясь привлечь внимание школьников к делу охраны лесов, Коми-региональная общественная организация «Общество лесоводов» ежегодно проводит различные акции и конкурсы. Регулярно школьники участвуют в межрегиональном конкурсе по экологии леса и охране природы «Берендей», который организует Республика Карелия, проведение которого в нашей республике организует Центр экологического образования. Эта работа способствует возникновению интереса школьников к лесной тематике и мотивирует их на более глубокое знакомство с жизнью леса. На базовом уровне школьники обучаются по дополнительной общеобразовательной программе «Школьное лесничество». На углубленном уровне учащимся школьных лесничеств предоставлена возможность освоить дело в рамках республиканской очно-заочной школы юного лесовода, программы, которая реализуется нашим центром совместно с Сыктывкарским лесным институтом. Следующий слайд. Все вышеперечисленные мероприятия в республиканской системе являются основой для проведения итогового мероприятия слета школьных лесничеств и форума. В 2014 году состоялся первый в 2000-х годах республиканский слет школьных лесничеств после длительного перерыва. До этого времени была номинация «Юный лесовод» в слете юных экологов, а в 2018 году впервые юные лесоводы республики собрались на лесной форум школьных лесничеств Республики Коми «Лес будущей России». Большую роль в их возрождении сыграла финансовая поддержка Монти-Сыктывкарский лесопромышленный комплекс. Ежегодные форумы проводятся на базе детских лагерей. В их программу включаются обучающие занятия для юных лесоводов, лекции, тренинги, мастер-классы, которые проводят специалисты лесного хозяйства, конкурсы слета школьных лесничеств, семинары для руководителей, встречи представителей профильных учреждений и организаций, заинтересованных в деятельности школьных лесничеств. В следующем году, в 2022 году, такой форум состоится в первой половине сентября. Приобщение школьников к общественно полезному труду, по рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов способствует решению социальной задачи охраны окружающей среды. Дальнейшее развитие движения школьных лесничеств республики возможно в рамках уже сложившейся системы. Вместе с тем, анализ содержания, форм и методов обучения и воспитания в этих объединениях школьников показывает, что необходимо совершенствование их организационно-методического руководства. Республика Коми – это один из ведущих лесопромышленных регионов России. Федеральный проект сохранения лесов нашей республики получил статус регионального. В связи с этим движение школьных лесничеств имеет большое значение для социально-экономического развития республики. Поэтому ему необходимо уделять должное внимание как со стороны органов государственной и муниципальной власти, так и со стороны руководителей образовательных учреждений и учреждений лесного хозяйства. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Марина Геннадьевна, за такой интересный очень доклад. Я с вами согласна, что надо рассказывать ребятам о профессиях нашего лесного хозяйства, потому что мы живем в республике, которая богата лесом. Ну и согласитесь, это возможность вырвать наших детей из оков интернета, и вывести на природу, где они с удовольствием могут общаться с птицами, с деревьями, в то же время научиться ухаживать за лесом. Спасибо, было очень интересно. Ну что, кто у нас появился?
Ага, очень приятно. Инна Олеговна, добрый день. Вы подключились, мы очень рады. Здравствуйте. Привет Да, в Воркуте, нашему северному городу. Вам слово. я очень рада всех приветствовать, всех участников семинара. Здравствуйте, коллеги. Да, случился вдруг провал в интернете, но мы смогли вернуться. И сегодня я хотела бы рассказать опыт работы детской школы искусств города Воркуты по самоопределению профессиональной ориентации учащихся. Профессиональное самоопределение, выбор профессии становится особенно актуальной проблемой в эпоху перемен, кризисных моментов развития, быстро меняющихся общественных отношений. Современное общество предъявляет выпускнику школы все больше требований, способность решать возникающие проблемы, брать на себя ответственность, готовность планировать, выбирать, быть самостоятельными, обучаться на протяжении всей жизни. И педагогическая поддержка профессионального самоопределения учащихся становится одной из проблем современного образования, которая в настоящее время практически сводится к профинформированию, что не соотносится с сутью понятия самоопределения. И несмотря на то, что профессиональное самоопределение является не одномоментным актом выбора профессии и продолжается на протяжении всей профессиональной жизни, стоит обратить внимание на период, когда формируются основные представления личности о будущей профессиональной жизни, а также на потенциал учреждений дополнительного образования. Вы его видите на слайде. И, конечно, давайте вспомним основные направления деятельности учреждений дополнительного образования. Это реализация предпрофессиональных и общеразвивающих программ с целью привлечения наибольшего количества детей к творческой и спортивной деятельности, развитие комплекса способностей, знаний и умений, позволяющих поступать в средние и высшие профессиональные учебные заведения, взаимодействие учреждений дополнительного образования с общеобразовательными школами с целью поиска и выявления одаренных детей, а также с целью проведения творческих, спортивных, культурно-просветительских мероприятий, выездных и различных других. Взаимодействие со средними и высшими профессиональными образовательными учреждениями с целью совместного выявления дальнейшего профессионального становления одаренных детей. Это достаточно цельная, слаженная система, работающая на профориентацию учащихся. Профессиональное самоопределение в процессе обучения в детской школе искусств на разных возрастных этапах имеет свои особенности. Я вам расскажу, как работает эта система на примере отделения изобразительное искусство. Так, в дошкольном возрасте происходит первое знакомство с профессиональной деятельностью. Развивается интерес к труду в его учебно-практическом значении. Ребенок вместе с родителями, выбрав направление занятий, наблюдает за профессиональной деятельностью взрослого, сравнивает ее внешние признаки и проявления, содержание разной деятельности. Поэтому ярко выраженная предметная среда обучения и развития, а также личность педагога дополнительного образования значительно влияет на мотивацию к профессиональной деятельности. Особое значение данного этапа – воспитание положительной мотивации к любой деятельности вообще. Особенность младшего школьного возраста – это мотивация достижений. И для чего в изобразительной деятельности есть поистине необъятные возможности. Проявить себя здесь может каждый ребенок. Обучение на подготовительной базовой ступени – это занятия, конкурсы, выставки, различные мероприятия, которые способствуют мотивации детей. Параллельно педагог ведет наблюдение за детьми. Успехи, в том числе и в общеобразовательной школе, заинтересованность, стрессоустойчивость, что очень важно для конкурсной и соревновательной деятельности. В среднем школьном возрасте происходит осознание ребенком своих способностей и возможностей. На базе уже полученного опыта деятельности приводит к формированию представления о желаемой профессии. В старшем школьном возрасте, когда профессиональное самоопределение начинает выступать как важная задача личностного развития, занятия в детской школе искусств для части учащихся становятся основой профессионализации, которые оцениваются ими как наиболее вероятные направления освоения профессии. Как показывает наш опыт, обычно к 13-14 годам дети, занимающиеся в школе искусств, уже начинают задуматься о выборе своей будущей профессии. Очень важно не упустить этот момент и начать планомерную подготовку ребенка, помочь сделать ему правильный выбор. Педагоги много рассказывают детям о специфике разных направлений изобразительного искусства,
о работе художников-иллюстраторов, графиков, живописцев, архитекторов, педагогов-художников, дизайнеров и других профессиях. Дети углубленно изучают предметы, которые будут задавать в качестве творческих испытаний. Рисунок, живопись, композицию, историю искусства. На этом этапе важно взаимодействие со школой, потому что детям рекомендовано углубленное изучение предметов школьной программы, по которым они будут сдавать экзамены в творческие вузы. В основном это русский язык, литература, математика, история, обществознание, МХК или история искусства. Дети участвуют в олимпиадах по этим предметам. Также они пробуют свои силы в олимпиадах, проводимых вузами. Санкт-Петербургский университет промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. Наши дети успешно участвуют в этих олимпиадах. Параллельно ведется работа с различными вузами и СУЗами. Посещаются виртуальные дни открытых дверей ведущих вузов страны, а также школ, лицеев при этих вузах. Организуются поездки в город Санкт-Петербург, где в рамках образовательных программ и мастер-классов учащиеся встречаются и консультируются с преподавателями. Сейчас достаточно распространена ситуация, когда самоопределение в области образования, образовательной потребности и интересы учащихся не связываются с самим учащимся и его родителями с выбором будущей профессии. Многие выпускники выбирают будущую профессию и уровень образования по желанию родителей, каким-то советом родственников, престижности, оплачиваемости, то есть без учета своих интересов и возможностей. И вот такое неосознанное самоопределение ведет к соответствующей самореализации, отсутствию интереса на работе, профессионального совершенствования, низким показателям профессиональной деятельности, разочарованию, в конце концов. Возможно, смена профессии или уход в иные сферы деятельности, отказ в продолжении обучения по профессии. Поэтому выбор вузов для поступления обсуждается у нас совместно с родителями и детьми, учитывая разные факторы. Это наличие родственников в разных городах, где есть художественные вузы, материальное положение в том числе. И ведь не секрет, что в художественных вузах и СУЗах набор очень маленький, это часто группы 12-15 человек. Поэтому часто приходится убеждать родителей, что дети делают свой выбор осознанно, что они не хотят этих профессий, которые определили родители. Например, родители решили, что дочь должна стать врачом, а она уже почти сформировавшийся художник. При этом победитель Всероссийской олимпиады по культуре и искусству. В итоге родители согласились с выбором дочери, всячески ее поддерживают сейчас, и ребенок счастлив, что занимается любимым делом и готовится к поступлению. После того, как определились с вузами, мы начинаем планомерную целенаправленную подготовку. В разных вузах существуют свои требования к вступительным творческим испытаниям, поэтому вместе с детьми они изучаются и уже на базе, имеющейся базе знаний, умений, навыков, начинаем работать с детьми мы индивидуально, то есть по тем направлениям, которые им необходимы. Это ведется работа у нас в профильном классе по программе «Подготовка в высшее учебное и среднеспециальное учебное заведение», куда желающие обучаться дальше дети переходят, окончив основной курс обучения в детской школе искусств. Также для подготовки ребят в архитектурные вузы в детской школе искусств организован курс черчения, так как абитуриенты его часто сдают при поступлении. Нельзя не затронуть вопрос о профориентации детей с ограниченными возможностями здоровья. Это выявление склонностей, способностей, того, что нравится ребенку делать, того, что он может делать. Для детей с расстройством аутического спектра чаще всего это ручной труд, шитье, вышивка, бисероплетение. Бывает, что при некоторых недостатках общего развития ребенок обладает точностью и скрупулезностью выполнения мелкой точной работы. Эти особенности необходимо использовать во благо. Такой ребенок чаще может быть успешен именно в дополнительном образовании, и поэтому лучше может быть профориентирован именно здесь. Для детей, страдающих какими-либо заболеваниями, но интеллектуально развитых, возможностей для реализации своих талантов гораздо больше. Они абсолютно спокойно могут обучаться и в вузах, и в СУЗах.
В детской школе искусств, например, 9-й год обучается слабовидящая девочка. В школе она уже тоже 9 класс, и она готовится после 11 класса поступать на дизайнера. И совместно с педагогом по основному предмету были рассмотрены направления дизайна, и в итоге был выбран ландшафтный. Из наиболее ярких звездочек с ограниченными возможностями здоровья хочется упомянуть 2 выпускников исполнительского отделения школы искусств. Один мальчик у нас с расстройством аутического спектра успешно окончил Воркутинский филиал колледжа искусств. Ему было предложено обучение в консерватории, работа в центре реабилитации. А еще один выпускник отделения слабовидящий обучается на 3-м курсе того же колледжа. И мы считаем, что ключевая идея в профориентации детей с ограниченными возможностями здоровья – это использование их особенностей для максимального развития заложенного в них таланта. И в заключение своего выступления я, конечно, хочу сказать о личности педагога. Какой бы совершенной ни была система профориентации учащихся, если педагог не заинтересован в успешности своих учеников, ничего не получится. Педагог должен гореть сам, зажигать своих учащихся, должен искать различные варианты мотивации и подготовки. На практике оказывается, что педагоги не обладают необходимыми профессиональными компетенциями по формированию именно профессионального самоопределения учащихся. Многие педагоги, что скрывать, даже не хотят думать об этом, ссылаясь на большую загруженность. Однако они должны все-таки помогать своим учащимся самоопределяться в профессиональной области. И чтобы это сделать, сегодня педагогу недостаточно обладать просто знаниями, полученными во время своего обучения, да, мастерству и профессионализму. И педагогам необходимо совершенствоваться вместе с изменяющимся миром, непременно повышать свой уровень образования, свою профессиональную компетентность. Спасибо большое за внимание. Если есть Спасибо вопросы, я большое, готова на них Олеговна. ответить. Очень интересно вы представили свой опыт. Вот даже можно на примере Воркуты увидеть сотрудничество, да, с такими, кажется, далеко находящимися вузами, СУЗами, да, которые находятся на территории других регионов Российской Федерации. Вы находите всегда возможность сотрудничества с ними и строите свою работу. Спасибо большое вам за ваш труд. Так, у нас есть подключение. Евгения Сергеевна, вы с нами? Здравствуйте. Здравствуйте, Евгения Сергеевна. Угу. Мы вас видим. Мы вас слышим. Хорошо, сейчас я включу свою презентацию. Угу. Итак, добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Чукчева Евгения Сергеевна. Я являюсь классным руководителем 9 класса гимназии номер 1 города Сыктывкара. Также я являюсь учителем английского языка. И сегодня я бы хотела вам рассказать о роли классного руководителя в профессиональной ориентации учащихся. Профессиональная работа занимает важное место в деятельности школы, так как она связывает систему образования с потребностями учащихся и с их будущим. Необходимо, чтобы каждый выпускник школы находил более полное применение своим интересам и склонностям и не терял напрасно время, силы в поисках своего места в системе общественного производства, на котором мог бы принести наибольшую пользу и получить глубокое удовлетворение от своего труда. Профессия – это род трудовой деятельности, занятий, требующих определенной подготовки и являющихся источником существования человека. Ориентация – это умение разобраться в окружающей обстановке или направлении деятельности в определенную сторону. В широком смысле слова профориентация обозначает систему общественного и педагогического воздействия на молодежь с целью ее подготовки к сознательному выбору профессии. Профессиональная ориентация в школе – это система учебно-воспитательной работы, направленной на усвоение учащимися необходимого объема знаний о социально-экономических и психофизических характеристиках профессии. Если обратиться к стратегии развития воспитания в Российской Федерации, то там говорится, что профессиональная ориентация реализуется посредством содействия профессиональному самоопределению,
приобщения детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. Так, классный руководитель содействует профориентации учащихся в 3 направлениях. Это определение личных интересов, анализ профессий и профессиональные пробы. Для выявления склонностей и интересов учащихся я в своем классе использую методику профиль. Эта методика предлагает 10 возможных направлений профессиональной деятельности и определяет уровень интересов к этим направлениям. Ученики, ответив на ряд вопросов, могут выявить, в какой же области у них наибольшая склонность. Также можно применить опросник профессиональных склонностей, благодаря которому ученики выявят склонности к 6 видам профессий. Кроме того, для выявления склонностей мы активно уже 2 года подряд используем сайт «Билет в будущее». После регистрации на сайте ученики получают возможность смотреть видео и статьи о профессиях будущего. Мы примеряем профессии, проходим интересные профтесты, квесты, конкурсы и профессиональные пробы. Также ученики получают советы и рекомендации от профессионалов. Огромным преимуществом этого сайта я считаю то, что родители также имеют доступ к результатам своего ребенка. На этом сайте ученики могут поработать как с регистрацией, так и без регистрации. Для них и открыты некоторые возможности. Также в своей работе мы используем инструменты федеральных проектов, например, проект «Шоу профессий». Этот проект помогает нам в профориентации, популяризирует рабочие профессии, специальности, представляет ведущие образовательные организации, где можно приобрести соответствующие навыки. И учащиеся получают представление о современных, модных и востребованных специальностях. Мы уже познакомились с такими специальностями, как производство мебели, разработка виртуальной и дополненной реальности, промышленная робототехника, производственная сборка изделий авиационной техники и другие. Шоу профессии – это проект ранней профессиональной ориентации школьников. Главная цель здесь – рассказать о востребованных профессиях современно, наглядно, интересно и дать учащимся средних и старших классов ответ на вопрос, кем стать и куда пойти учиться. В каждом выпуске шоу профессий 2 команды школьников соревнуются на время в решении реального производственного кейса. Их работу оценивают профессионалы и компетентные эксперты. Каждый выпуск содержит для моих учеников интересные факты, рассказывает об истории появления профессии, особенностях отрасли и перспективах для развития карьеры ребенка. Этот ресурс удобен для нас тем, что можно дать ссылку на видео учащимся, и каждый дома может посмотреть шоу, либо заранее скачать видео и посмотреть в классе всем вместе в рамках, например, классного часа. Обычно мы смотрим эти шоу все вместе, а затем устраиваем обсуждение. Также в своей работе я использую сайт Проектория, о котором сегодня уже говорилось, где можно познакомить учащихся с новыми профессиями, перспективными отраслями и посмотреть открытые уроки про востребованные профессии. Ученики могут пользоваться примерочной профессией, рассказать о своих интересах и получить список подходящих профессий и сразу узнать об этих профессиях много нового и интересного. Мы также по возможности устраиваем экскурсии на предприятия, где мои ученики могут окунуться в профессиональную атмосферу и почувствовать себя специалистом в какой-либо области. Например, мы с поддержкой родителей посетили Сыктывкарский учебный центр Федеральной противопожарной службы, предприятие «Пригородный» и Монди СЛПК. Ученики нашего класса также используют возможности, которые предлагает Сыктывкарский медицинский колледж имени Морозова. Так, одна ученица уже получает профессиональное образование на базе этого учебного заведения по специальности косметик, параллельно учебе в гимназии. Кроме того, мои ученики выразили интерес к профессии психолога, поэтому в этом году я предложила им цикл классных часов по медиации, который называется «Жизнь без конфликта».
В ходе этих классных часов ученики научатся решать конфликты между своими сверстниками, овладеют навыками эффективного и бесконфликтного общения, познакомятся с работой медиатора. Я предлагаю ученикам реальные ситуации, кейсы, и они предлагают свои пути решения этих ситуаций. Для того, чтобы сориентировать учащихся в учебных заведениях, мною была составлена презентация «Гид по службам Сыктывкара», где можно найти актуальную информацию по правилам приема колледжа и техникума Сыктывкара после 9 класса, список специальностей, которые можно получить. Эту презентацию я разместила в группе класса ВКонтакте, где и родители, и ученики могут познакомиться с интересующей их информацией. А также в прошлом году ученики моего класса предложили создать проект профессии моих родителей. Каждый ученик побеседовал со своими родителями, узнал о их профессиях, написал небольшое сочинение по предложенному плану, где и кем работают их родители, какие обязанности имеют, чем занимаются на работе, какие качества необходимы для этой профессии. Затем ученики оформили небольшой стенд, где они могли познакомиться с сочинениями друг друга. Что касается перспектив работы, то хотелось бы иметь больше возможностей приглашать в класс представителей разных профессий. Ученикам, я считаю, было бы полезно живое общение, если бы они смогли задать свои вопросы, узнать интересующую их информацию от первого лица. И закончить я бы хотела цитатой: «Жизнь человека – это череда многочисленных выборов, и выбор профессии можно отнести к самым сложным». Спасибо за внимание. Большое, Евгения Сергеевна, за такую интересную информацию. В ваш адрес поступил вопрос: можно ли получить примеры классных часов по медиации? Эти классные часы, да, у меня цикл классных часов, который я разработала сама, то есть поделиться, да, этими классными часами. Да, хотелось бы, Евгения Сергеевна, если мы вас пригласим еще на проведение таких семинаров и именно остановимся на классных часах по медиации, вы согласитесь показать свой опыт? Да, я не против. Я проходила обучение в прошлом году по медиации, и вот как раз совпало, что в этом году я решила и детей научить тому же, что и научилась сама. Поэтому я не против и другим своим коллегам рассказать о своем опыте. Спасибо большое, тогда готовьтесь. До скорой встречи. Спасибо. Уважаемые коллеги, у нас остался еще один доклад. Наталья Модестовна расскажет вам сейчас об образовательном проекте «Астрономия от идеи до реализации». Презентацию. Хорошо. Добрый день, уважаемые коллеги. Наверное, уже добрый вечер. Сегодня я хотела бы представить вашему вниманию образовательный проект, который был реализован в физико-математическом лицее-интернате в 2019 году. И, наверное, первая ваша мысль, что при чем здесь образовательный проект, если речь идет все-таки о самоопределении, о профориентации и связанных с этими двумя вещами мероприятиями, программами и так далее. Но на самом деле профориентация – это та деятельность педагогов, которая пронизывает очень многие сферы в школе. И в лицее-интернате профориентация очень тесно связана именно с образовательным процессом, потому что уже сама учеба в лицее – это своего рода профессиональная проба. Осваивая программы углубленного уровня и участвуя в олимпиадах, конкурсах, занимаясь проектной деятельностью, учащиеся понимают, насколько им интересно заниматься профильными предметами. Извините, пожалуйста, почему-то... Нет, не надо, листать не надо, спасибо. Насколько им интересно заниматься профильными предметами так глубоко, интенсивно, готовы ли они заниматься научной деятельностью. И когда ребята заканчивают лицей, у нас ежегодно бывает несколько человек, которые кардинально меняют свои жизненные планы и уходят от
тех профилей обучения, которые мы реализуем в лицее, совсем в другие сферы. И, казалось бы, это можно расценить как нашу педагогическую неудачу, как минус нашей деятельности. Но на самом деле мы рады за этих ребят, потому что они уже на этом этапе определились с тем, что именно та сфера, которую продвигаем мы, вне поля их интересов. Либо способности не позволяют идти вперед с гордо поднятой головой, либо желания за 5 лет изменились у ребят, изменился мир, который их окружает. И хотелось бы остановиться на том, что в лицее-интернате все-таки 2 профиля обучения. Это технологический и, естественно, научный. И оба профиля подразумевают дальнейшую профессиональную деятельность как чисто научную, так и прикладную, в том числе инженерную. На современном этапе, да и, наверное, в ближайшем будущем, а может быть и в среднесрочной перспективе, обеспечение экономики инженерными кадрами и IT-специалистами будет являться ключевой задачей сферы образования. Поэтому профориентационная работа в лицее направлена, с одной стороны, на знакомство учащихся с широким спектром направлений профессиональной деятельности, раскрытием их личностных способностей, профессиональных предпочтений, а с другой стороны, на активное продвижение именно инженерных и IT-специальностей. И в образовательном процессе лицея решению этой задачи способствует как сам интенсивный образовательный процесс, так и сотрудничество лицея с учреждениями высшего образования, технопарком «Кванториум», Домом научных коллабораций при Сыктывкарском государственном университете, а иногда и образовательные проекты, которые на первый взгляд рождаются из ниоткуда, но тем не менее пополняют копилку тех методических находок и становятся традиционными в деятельности учреждения, в частности у нас. В ноябре 2018 года я вместе со своими коллегами, учителем физики и математики, были на юбилее Кировского физико-математического лицея. Они традиционно проводят научно-практическую конференцию. И сама конференция, конечно, была интересна, любопытна. Атмосфера, которая царила на конференции, была творческой, способствовала тому, чтобы появлялись идеи. Но нас поразило в первую очередь не реагирует. Мне начало было. Все, понятно. Вот так. Нас поразило то помещение, где мы находились. Вот сейчас на слайде вы видите конференц-зал «Трансформер», который легким движением руки превращается в 4 абсолютно независимых помещения. На потолке есть специальные полозья, по которым двигаются перегородки, и происходит разделение помещения на 200 человек в абсолютно независимые помещения с отдельным входом, экраном, проектором, микрофоном. Сама атмосфера этого зала навевается потолком, который символизирует лунную поверхность с кратерами. Планетарий на 50 мест с 12-метровым по диаметру куполом, в котором кажется, что вот протяни руку, и ты прикоснешься к звездам, которые на экране. Просторные холлы. Просторные холлы, выполненные в космической тематике. Вот вся эта атмосфера, в которую мы погрузились, и привела нас к тому, что мы не могли не поинтересоваться вот этим замечательным зданием, в котором проводилась конференция. И это детский космический центр имени Виктора Петровича Савиных. Буквально несколько слов о том, что он из себя представляет, потому что в дальнейшем будет понятно, почему и появился этот образовательный проект. Детский космический центр – это новая часть музейно-образовательного комплекса космической тематики в Кировской области и включает в себя в том числе и музей Константина Эдуардовича Циолковского, он на слайде справа, небольшое старинное двухэтажное здание, а также дом-музей советского космонавта Виктора Петровича Савиных. Миссия детского космического центра – это нравственное и патриотическое воспитание молодежи на основе достижений советской и российской космонавтики через развитие интереса детей к космосу и профессии летчика.
Планетарий центра проводит занятия по астрономии с демонстрацией небесной сферы со звездами, планетами, спутниками, кометами и метеорами, солнечных и лунных затмений, панорам Луны, Марса, Венеры, туманностей, галактик, других астрономических объектов. Оборудование планетария привезено буквально из всех уголков нашей планеты. Купольный экран из США, проектная система Бельгия, звуковая система Италия, а комплекс астросимулятора из Франции. Астросимулятор – это замечательная виртуальная вселенная, программа, в которой все космические объекты летают по своим настоящим траекториям в реальном времени, которая отображает цифровую трехмерную модель наблюдаемой части Вселенной на куполе планетария. Можно включить Солнце, показать зодиакальные созвездия, увидеть реальные марсианские пейзажи, снятые спутниками с высоким разрешением, увидеть солнечное затмение, вылететь за пределы галактики и посмотреть на нее со стороны. Сами работники планетария, специалисты в космической отрасли создают сценарии занятий, которые проводят для учащихся кировских школ. И, конечно же, узнав все это, мы не могли не задуматься о том, что как бы нам организовать изучение астрономии в таком замечательном центре, где все сподвигает на глубокое погружение в замечательную науку астрономии. А астрономия — это всегда и физика, и математика, и информатика. Теперь это и смежные специальности, химия и биология, поскольку и специалисты именно этих отраслей всегда присутствуют в космических составах, которые летят на МКС. Поэтому, как бы ни менялась жизнь человека на Земле, всегда человеку хотелось в небо, в космос, и, наверное, в ближайшее будущее мы будем весьма и весьма активно его осваивать. И поэтому, приехав в лицей, мы решили, что нужно для 11-классников организовать выезд в космический центр города Кирова, реализовать на его базе программу по астрономии. И этот проект, эта идея была реализована в течение 2019 года. Любой проект, конечно же, имеет начало, выполнение, завершение. Управление этими этапами проходит через несколько процессов: инициацию, планирование, выполнение, контроль выполнения и завершение проекта. Я не буду останавливаться на теории проектов, их разработки и управления ими, а расскажу, что в итоге у нас получилось и с какими трудностями, с какими рисками нам пришлось столкнуться. Для себя мы поставили цель реализовать образовательную программу учебного предмета на базе детского космического центра. Помимо этого, в рамках образовательных задач мы рассматривали решение задач, связанных с нравственным воспитанием учащихся, именно воспитание чувства гордости за достижения российских ученых и летчиков-космонавтов в освоении космоса, формирование положительного отношения к научной деятельности, продвижение инженерных специальностей, специальностей авиакосмической промышленности, авиации, космонавтики, смежных специальностей и создание условий для развития ученического коллектива, поскольку выезд — это всегда событие для учащихся, которые они переживают, и выезд всей параллели 11 классов — это весьма значимое событие в их жизни. На этапе инициализации была сформирована команда проекта, в которую вошли директор, учителя физики, заместители директора, педагоги-организаторы, и проведен анализ заинтересованных сторон. И на этом этапе, поскольку нужно было заразить идеи учителей физики, оставшихся, поскольку со мной был только один учитель, самих 11-классников, заручиться поддержкой родителей и учителей, которые преподают другие предметы в 11 классах, нами были проведены педагогические советы, классные часы и, конечно же, родительские собрания. И среди заинтересованных лиц, родителей учащихся, оказалось, есть те, кто непосредственно по работе связан с детским космическим центром города Кирова, а более того, лично знаком с Виктором Петровичем Савиных. И, конечно, этот родитель оказал неоценимую помощь в дальнейшем в планировании и в продвижении проекта. На этапе планирования произошло распределение зон
зон ответственности между членами команды. На каждого участника команды были определены задачи, выстроен тайм-план у проекта, выстроены коммуникации с социальными партнерами, определены риски проекта и сроки его реализации. Поскольку приходилось очень много коммуницировать с организациями другого города, другого региона, то, конечно же, это наложило определенные особенности на сроки проведения проекта, и мы уложились, скажем так, в течение 9 месяцев, начиная с января по сентябрь, весь подготовительный период, именно этап планирования провести. И в конце октября, в начале ноября мы уже были на этапе реализации проекта. Хотелось бы на этапе планирования отметить работу с рисками, которые всегда сопровождают любой образовательный проект и вообще любой проект. Одним из самых сложных всегда вопросов является финансовый вопрос. Нет денег, нет поездки. И поэтому усилия членов команды, в первую очередь, конечно, директора, были направлены на то, чтобы изыскать спонсорские средства для реализации проекта. Мы направляли письма, конечно же, во все организации крупные, которые могли оказать поддержку проекту. Сказать, что с радостью откликались социальные партнеры, невозможно. Из большинства предприятий мы получили отказ. Через выпускников лицея, а мы задействовали и эти возможности, мы пытались выиграть грант, который представлялся российско-французским предприятием как раз в отрасли авиастроения, но и там мы потерпели неудачу, поскольку направления спонсорской помощи были объявлены несколько иными. И опять же, все наши надежды были на родителей учащихся и на их поддержку. И оказалось, что вот это сотрудничество с родителями, если оно правильно выстроено, всегда дает свой результат. Мало того, что сами родители нынешних учащихся поддержали проект и оплатили часть расходов, связанных с поездкой, родители выпускников, также работая на предприятиях республики, посодействовали тому, чтобы их предприятия оказали финансовую помощь. От рождения идеи до ее воплощения, как я уже сказала, прошел 1 год, и в ноябре 2019 года, в самом начале, все 63 11-классника, никто, ни один не отказался от этой замечательной возможности, и 6 педагогов лицея в течение 3 дней изучали астрономию в детском космическом центре имени Савиных. Наша работа была построена по 3 направлениям. Первая половина дня и большая часть, даже я бы сказала, дня – это образовательная программа в самых различных формах, которые придумали наши педагоги, завучи по учебно-воспитательной работе и сотрудники космического центра. Это были и экскурсии, и фильмы, и лекции, игры, практические занятия, работа непосредственно в невесомости, как это все происходит, работа именно оборудованием космическим. Это были попытки ощутить себя в той капсуле, в которой находятся космонавты во время старта и во время посадки, возвращения на Землю. Это были реальные попытки, скажем так, виртуальной реальности сделать посадку космического корабля. Это стыковка модуля какого-либо с космическим кораблем, либо с МКС. То есть ребята, можно сказать, своими руками ощутили, что такое работа в наукоемкой отрасли и что такое работа в космической отрасли. При закрытии проекта, обсуждения со всеми участниками, конечно же, были определены результаты проекта. Нашлись и отрицательные моменты. Не всех заинтересовала та культурная досуговая программа, которая была предложена. И, конечно, здесь можно многое обсуждать, и в том числе с самими ребятами. Но самым главным результатом, наверное, следует отметить то, что
По прошествии некоторого времени, когда 11-классники уже стали выпускниками и приезжают в лицей и встречаются с нынешними лицеистами, то в своих воспоминаниях о том, как они жили в лицее и что им больше всего запомнилось, этот проект называют одним из первых. То есть те эмоции, которые они испытали в этой профессиональной пробе, оказались для них весьма значимы. Сегодня я постаралась показать этот проект с точки зрения именно профессионального самоопределения, с точки зрения профориентации. Но на этом примере можно посмотреть и продемонстрировать, как управление проектами, обучение проектной деятельности, нестандартные формы реализации образовательных программ, взаимодействие с социальными партнерами, взаимодействие с участниками образовательных отношений, самоуправление с ними в части реализации образовательных проектов и воспитательные аспекты любого образовательного процесса. И закончить мне бы хотелось тем, что как рождаются идеи, написано очень много книг. Но не каждая идея получает свое реальное воплощение. Некоторые из них так и остаются мечтой. Поскольку для того, чтобы появилось реальное воплощение, нужна сила воли. И самое главное — желание и команда единомышленников, которые смогут свернуть горы. Вспоминая ту работу, которая была проделана по реализации проекта, я хочу сказать, что он прошел на одном дыхании. И хотя были сложности, вот в частности с финансами, тем не менее, иногда говорят, вот дело легко идет. Вот это был как раз тот случай. И очень важно, чтобы у педагогов, которые задействованы в команде любого проекта, горели глаза. Тогда и будут гореть глаза у наших учеников. А все, что мы делаем для них, будет с пользой. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Наталья Модестовна. Мне прям захотелось побывать в детском космическом центре. Я думаю, что нашим участникам тоже. Я думаю, что кто-то тоже, может быть, решит реализовать такой проект, воспользуется вашим интересным опытом и организует такую работу. Уважаемые коллеги, ну, в завершение немножко подведем итоги. Мы сегодня с вами познакомились, так скажем, с новыми цифровыми профессиями, остановились на некоторых аспектах реализации модуля профориентация, посмотрели опыт классных руководителей по реализации данного модуля, посмотрели опыт работы с родителями и обучающимися, увидели, как реализует данное направление учреждения дополнительного образования. Также с интересом послушали информацию о школьных лесничествах. Ну и завершаем мы свою работу так в космическом пространстве. Да. Интересно очень получилось у нас сегодня. В общем, выбор за вами, мероприятий интересных много. То, что это важно, наверное, это никто со мной спорить не будет. И то, что у нас сейчас есть возможности для того, чтобы сделать эту работу интересной для наших обучающихся и, наверное, максимально приблизить их к тому, чтобы они правильно выбрали свою профессию, мы это можем сейчас сделать. Ну и, конечно же, хотела сказать вам, что реализация модуля обязательно должна быть, именно разработка, должна быть совместным трудом как заместителя директора по воспитательной работе, так и заместителя директора по учебной работе. К сожалению, да, из того же мониторинга, который был проведен, мы видим, что большей части занимается этим заместитель директора по воспитательной работе. Но давайте мы вспомним с вами проблему выбора экзаменов. Да? Правильный выбор экзамена, правильный выбор учебного заведения, правильный выбор профессии. Вопросы профильного обучения, да, это тоже профориентация. Кадетские классы, кадетские школы — это тоже вопросы профориентации. Нужна команда, которая будет реализовывать данный модуль. То есть все в ваших руках. Ну и в конце вот мы с вами вот уже
2 года смотрим интересные, как так скажем, опыты, да, работы наших образовательных организаций. Но у вас еще есть другой способ показать ваш опыт. Александр Михайлович, включите еще мою презентацию, самую первую, предпоследний слайд. Обратите внимание, с 10 декабря объявляется по 1 февраля Республиканским институтом развития образования объявляется конкурс проектов «Лучшие профориентационные практики для педагогических работников образовательных организаций Республики Коми». Буквально в эти дни, на этой неделе, вы получите информационное письмо, положение. Достаточно будет только пройти по ссылочке, которая будет указана в письме, но до этого, естественно, выбрать ту номинацию, в которой вы будете участвовать, а это педагогический проект, это мое профессиональное завтра, мастерская профориентация, профориентационный навигатор. Здесь нужно представить либо работу, которую вы осуществляете с ребятами, либо это дети с ограниченными возможностями, либо это работа с работодателями, либо это мероприятие для родителей. Выбирайте, проходите по ссылочке, заполняйте заявку, подкрепляйте свои работы и все. Мы очень ждем ваших работ, мы знаем, что вы интересно реализуете свои мероприятия, у вас есть что показать, поэтому ждем ваших работ. Ну, на этом мы завершаем нашу работу. Я благодарю экспертов, которые сегодня приняли участие в работе нашего семинара. Я благодарю вас, наши дорогие участники семинара, за то, что вы нашли время для участия в нашем семинаре. И Александр Михайлович мне еще показывает, что у нас есть вопрос. Ага, сейчас посмотрим. Добрый день. Кто-то может поделиться информацией о вузах и СУЗах Республики Коми. И какие специальности, информацию в одном месте, какие специальности, тем более в этом году новые правила приема. Светлана Сергеевна, спасибо за вопрос. Мы постараемся в ближайшее время собрать данную информацию и на одном из семинаров представить вам. Как раз у нас еще есть время, декабрь-январь, поступление у ребят в июне, в июле, и мы такую информацию для вас представим обязательно и проведем отдельный семинар. Спасибо за вопрос. Есть ли еще вопросы, уважаемые коллеги? Если вы здесь стесняетесь спросить, вы всегда можете написать в информационном письме, есть электронный адрес мой, вы всегда можете задать свой вопрос, либо направить какое-либо интересное предложение. Спасибо за внимание. Всем желаю здоровья, мудрости, успехов в работе. До скорых встреч!